Янов, я не по рассказам знаю, я его хорошо знаю еще со времен войны. Угу. Этот человек, как тебе сказать правильно, решил черкесскими вопросами заняться через Грузию. Первая его деятельность с этого начиналась. Ага. А в Грузии никогда... Как тебя зовут? Астамур, меня зовут Астамур, уважаемое место. Вот. А в Грузии никогда никого терпеть не будут, ни абхазов, ни черкесов, которые не будут абхазское государство ругать. Вот и он этим занимается, к большому сожалению, уже больше 10 лет. И каждое его интервью, каждое его выступление, он грязью поливает Абхазию под разными соусами, марками и тому подобное. Никто не говорит о том, что в Абхазии проблемы нету. У нас есть, они большие проблемы. Мы сами его озвучиваем и стараемся как бы решать. Но Ибрагим вызвался все эти годы быть жесточайшим критиком абхазского государства и абхазского народа. Но в последнее время все приличные рамки перешел, вплоть до того, что это самая больная тема для нашего народа, это сбитие вертолета с детьми и женщинами. Он даже там нашел, как говорится, чтобы больнее сделать, он и там признал этот объект военной целью, ибо из-за того, что там в этом вертолете сидели ребята, которые воевали. Вот. Видите, 35 детей, вот, и столько же женщин, и еще 8 человек в этом вертолете были беременными женщинами. Да. И после этого надо быть, настолько уже перевернуться в этой жизни, чтобы так вот признать этот вертолет военной целью. И вот грузины вокруг это крутятся, ему аплодируют, хвалят, ему это нравится, дай бог. Это его образ жизни. Генеральная прокуратура, я не знаю, что приняла, Ибрагим Яганов был гражданином Абхазии. Это я знаю. Я работал в органах государственной власти, был министром внутренних дел, был вице-премьером, депутатом парламента. Ибрагима я знаю 30 с лишним лет. Он еще лет 15 тому назад, когда его деятельность... Что-то вы меня слышите? Да, я вас слушаю. Да, и он отказался от абхазского гражданства, потом начал ездить в Грузию. А герой Абхазии, он действительно имеет заслуги перед Абхазией в военной составляющей. Я, например, категорически против, чтобы его лишали звания Героя Абхазии, потому что это не просто какая-то награда кому-то подарили. Это было в реальном бою завоевано. Он такой образ нынешний берет, но если мы будем, к большому сожалению, не только Яганов, а многие ветераны войны совершали разные формы. Это преступления, вплоть до убийств и тому подобное. Но у нас в практике в Абхазии еще за 30 с лишним лет не было ни одного случая, когда это прерогатива президента. Вот. А вообще в законе о наградах не написано в государственных наградах, что можно, понимаешь, лишать и тому подобное. Но это опять-таки прерогатива главы государства. Здесь надо миллион раз измерить. Но Ибрагим все делает для того, чтобы к нему крайне негативно, невзирая на многие годы, что он так развязанно себя вел по отношению к Абхазии, к нему все равно наше общество относилось терпимо. Но сейчас, после того, как он затронул вертолет с погибшими детьми, женщинами, и в такой хамской форме, что вполне возможно, он был бы военным объектом, так уважающий себя ветеран, а тем более герой Абхазии, никогда не должен говорить. Это я категорически осуждаю. Но вот, мы имеем то, что мы имеем. Вот. Все, сидя в Европе, сегодня можно, понимаешь, и такие вещи говорить. Просто болтает.
Ничего мы не продали никому, ни русским, никому. Абхазия была независимой, свободной страной, и он, понимаешь, у него даже ни одного факта нет. Он все время, понимаете, вот если вы возьмете, откроете YouTube и все интервью Иоганнова про Абхазию послушайте, все один в один, как будто вот как в школе детей учили, вот один в один, из года в год одно и то же повторяет, без фактов, без ничего. Продали, не продали, уничтожили, вот это вот глупости болтает. Он одно, что больше 10 лет в Абхазии не был. И вот я звоню, я это, у меня там друзья, не друзья. Слушай, Абхазия, если Абхазией интересуетесь, вы видите, что в Абхазии не все так просто, правильно? Даже той России, которая является нашим стратегическим партнером, мы порой в большие противоречия входим. Но с абхазцами не так просто, понимаете, взять, у них там все продали, все отдали, все купили. Ничего подобного нету. Вся беда в этом и заключается. Понимаете, если бы его слова соответствовали бы действительности, вот все бы кричали в Абхазии: молодец, Ибрагим, понимаешь, он говорит правду. Уважаемый Аслан, что вы думаете, что вот причина, то, что человек так очень сильно обиделся над абхазским? Он не обиделся, слушай, никакой обиды в нем нету, надо понимать. Он сотрудничает с грузинскими и спецслужбами, видно. Понимаешь, он постоянно, понимаешь, это для того, чтобы занять определенную позицию на той площадке, где он находится уже десяток лет. Никакой обиды у него на Абхазии нет. Это болтология, что он делает. А вы хотите, ну, вы думаете, что он... извините, вот вы думаете, что он деньги отрабатывает, ну, или... Я не Ибрагим Яганов, болтать все, что в голову придет. Я этого не видел, я этого не могу сказать. То он, что болтается по Грузии, это мы знаем и прекрасно видим. И он, понимаешь, я ему десятки раз, если вы видите, в YouTube найдите, 5 лет назад у нас был прямой эфир на абхазском свете, и он в Европе сидел, я здесь в Абхазии, и у нас был эфир. Да. И там же, понимаешь, он то же самое говорил, то, что сейчас вот недавно с какими-то там тиктокщиками разговаривал. Я к чему говорю? Ибрагима никакой обиды нет. Ибрагим номер отрабатывает. Никакой, его никто в Абхазии не обижал. В Абхазии к нему нет. И никаких, понимаете, у него претензий личных к Абхазии нет. Он просто отрабатывает номер перед своими нынешними хозяевами, которые его там в Европе держат. Вот и все. Я это вижу, я к этому вопросу так отношусь. Россия, она большая, да. И там тоже силы разные. И чувствуется, определенные силы решили абхазское общество, абхазский народ как бы строить поставить. Ну, нам надо по-владиславски действовать. Великий Владислав, знаешь, как говорит? Никогда русским не хамите, но и в засос с ними не целуйтесь. Это слишком большая страна. Нам, абхазам, надо научиться себя вести у себя в собственной стране, чтобы нашим недругам не было, у наших недругов не было возможности очень агрессивно влиять на маленькое абхазское государство. Я категорически осуждаю любое силовое давление, какого бы оно ни было, на наше государство. Считаю, что дело даже не в Кане, квартире оппозиционных этих ребят, я их очень хорошо знаю, и к ним с большим уважением отношусь, а дело к самой Абхазии. Нельзя так, как некоторые силы и структуры себе позволяют Российской Федерации, к Абхазии относиться как к подчиненным, которые могут жестко нам указать: нет, мы с грузинами не нашли общий язык только по одному вопросу. Они хотели быть на территории Абхазии хозяевами. На территории Абхазии хозяева одни. Это многонациональный абхазский народ.
других хозяевов в Абхазии не будет дальше, никогда ни при каких обстоятельствах. Те россияне, те наши друзья, они всегда должны понимать, что в Абхазии, пребывая в Абхазии, они у себя не в России находятся, а находятся в гостях. И надо себя вести как в гостях. Тогда у нас все будет хорошо. Ничего, мы эту ситуацию тоже переживем. Чувствуются определенные силы и думают, что так можно с абхазами разговаривать. Я уверен, что у нашего народа хватит выдержки, мы это тоже преодолеем. Ни с кем мы ссориться, тем более воевать не собираемся. Понятно мне? Пророчение правительство, слушайте, нам, абхазам, надо своим государством заниматься. Это понятно. Российское правительство, у него свои проблемы. Они своим государством занимаются. Ну это понятно, уважаемый Астан, ну пусто, извините, вот пусто они не лезут в наши внутренние дела, они нагло уже обнаглели. Я говорю, наши внутренние дела никогда они не будут лезть, если наши власти будут четко это пересекать. Сказать, ребята, вот здесь красная линия, мы здесь как-нибудь сами разберемся. Понимаете? Русские самостоятельно сюда не доходят. Мы их приглашаем, а потом начинаем забывать, что мы их пригласили, или делаем вид, что мы не знаем ничего. Русские самостоятельно здесь ничего не делают. Все, что происходит, к большому сожалению, это вина нашего абхазского общества. Если мы правильно, достойно будем себя вести, и русские тоже будут знать, как себя в Абхазии вести.